Жизнь бывает разной, и люди, которые в силу тех или иных обстоятельств попали в места лишения свободы, это понимают. От того, как им помогут потом социализироваться, найти работу, наладить связи с родными и друзьями, зависит их дальнейшая судьба. Для того, чтобы еще раз посмотреть, как живут осужденные женщины и пообщаться с ними, члены Совета при президенте Российской Федерации с рабочим визитом посетили женские исправительные колонии номер 2 и номер 5 и следственный изолятор номер 1 УФСИН России по Чувашской Республике. Двухдневный визит правозащитников начался с посещения исправительной колонии номер 2 УФСИН по Чувашской Республике. Колония находится в городе Алатырь. Здесь содержатся женщины, в большинстве своем впервые приступившие закон. Нормы по организации рабочих мест, по организации труда, безопасности труда выполнены, на мой взгляд, полностью. На мой взгляд, осужденные получают необходимые гарантии и льготы в связи с вредностью, установленной в ходе аттестации спецоценки рабочих мест. Здесь мы не то что не нашли никаких нарушений. Еще раз увиденное оставило хорошее впечатление. Права осужденных, на мой взгляд, это, конечно, достаточно быстрый визит, взгляд достаточно поверхностный, но мы убедились в том, что права осужденных с точки зрения трудовых прав в полной мере соблюдены. В сопровождении руководства региональной общественно-наблюдательной комиссии в лице Сергея Самостюка и Михаила Фомичева, прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Чувашии Дениса Антонова, а также сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации в регионе, представители Совета по правам человека осуществили обход объектов исправительного учреждения номер 2 города Алатырь. Сегодня у нас с официальным визитом члены Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Мы, как члены ОНК, совершили с ними совместный выезд в исправительную колонию номер 2 для осужденных женщин, которые находятся в городе Алатырь. Ознакомились с местом работы осужденных, посетили столовую, банно-прачечный комплекс. Также приняли на прием порядка 15 осужденных. Всем мы им разъяснили нормы действующего законодательства и постарались ответить на все интересующие их вопросы. Посетили жилые помещения, отряды строгих условий отбывания наказания, производственный сектор, медицинскую часть, столовую, магазин для осужденных, храм. Проверили условия проживания инвалидов и пенсионеров. Особое внимание было уделено функционированию реабилитационного центра «Аврора» для женщин, готовящихся к освобождению. У осужденных была возможность лично обратиться к членам Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по любым вопросам и получить на них исчерпывающие ответы. Правозащитники провели индивидуальные беседы, во время которых интересовались условиями отбывания наказания, размером заработной платы, качеством медицинского обеспечения, взаимоотношениями в коллективе. Пока мы объехали немного колоний, но могу сказать, что эта колония лучше. Вот из всех, в которых мы были. Чем она, вот лично мне показалась отличающейся от других условиями содержания, отряды, хорошая практика, когда все кровати односпальные, нет вот этих построений, да, все отряды достаточно свободные, то есть там есть место для какое-то пространство для женщины, есть возможность женщине себе проявить, неплохие зарплаты, хотя мы понимаем, конечно, что они от выработки зависят, но от многих факторов, и тут надо еще разбираться. С нами есть эксперт по трудовым вопросам. Из того, что вот сразу же, можно сказать, произвело благоприятное впечатление, отсутствие женщин в ШИЗО и в СУСе. Это очень важный момент. Я считаю, что вообще в крайних случаях можно женщин помещать в подобные учреждения. Есть инвалидов немного, и для них попытались сделать какие-то приемлемые условия. В частности, есть там пандусы и поддерживающие приспособления в туалете, около раковины. Все то, чего мы не увидели в других регионах. Это очень важный момент. В завершении рабочего визита общественники отметили важность и значимость выполнения задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, воспитания и исправления осужденных лиц со строгим соблюдением требований законодательства. Так что шанс вернуться к нормальной жизни есть у каждого. Нужно только не сбиться с пути. Елена Яковлева, пресс-служба УФСИН Чувашия, «Жизнь столицы».